Жалпы Эйр Астанаға мұңымыз жиналып қапты. Мына жерде Еділде Терекбайұлы дұрыс айтты. Мынау шаңыраққа қараңыз деп Фостер мырзаға. Фостер мырза менің досым. Себебі бір рет кездестік жүзбе-жүз. Шыны керек, айтқан сөздеріңізде жаны бар, мен жеке өзім басым көрдім. Халық рейстен қалып 8 сағат тұрды. Фостер мырза сол халықтың жанынан өтті. Бәр Эйр Астана деп шулап жатыр. Тоқтамай лаунж-барға кіріп кетті. Сол лаунж-барда кофесін ішіп отқан. Мен де сол рейстің ішіндемін. Мен көтерілдім де, Фостер мырзаға айттым, астында халық күтіп отыр. Ну-ка түсіңіз дедім. Сонда ол түспейді. Ана өзінің өкілдерін жіберіп қойған. Сонда түскісі келмейді, халықпен кездескісі келмейді. Міне, қарым-қатынас осындай. Тек қана мен өзім депутаттық куәлігін көрсеткеннен кейін ғана түсті. Не үшін? Себебі Ұлыбританияда депутаттың мәртебесі жоғары. Мәселе сода болып тұр. Енді мына жерде шаңыраққа қараңыз деген өте маңызды нәрсе. Бірақ та мен енді аудармашылар дұрыстап аударсын деп, енді орысша түсіндірейін. Мынандай бір мән-жайларды. Мы знаем, что авиапарк Эйр Астаны был зарегистрирован в Карибских островах, особенно в Арубе. Позднее все самолеты Эйр Астаны были зарегистрированы в Ирландии. Согласно 17 статье Конвенции по гражданской авиации, воздушные суда имеют национальность того государства, в котором они зарегистрированы. То есть фактически 50 воздушных судов Эйр Астаны они зарегистрированы в Ирландии. Фактически по требованиям 17 статьи Конвенции по гражданской авиации Эйр Астана это не казахстанская авиакомпания, это ирландская авиакомпания. С бюджета мы выделяем миллиарды субсидий на не казахстанскую компанию, на ирландскую компанию. Коллеги. И согласно 18 статье Конвенции, двойная регистрация запрещена. Это как двойное гражданство. При этом, согласно статье 20 Кейптаунской конвенции о международной гарантии на подвижное оборудование, регистрация в том или ином государстве осуществляется с согласия другой стороны. У меня вопрос возникает. Правительство наше дало на регистрацию воздушных судов в Ирландии? Ответ есть. В 2012 году наше правительство ратифицировало и, по сути дела, практически подписало документ, по которому Эйр Астана полностью регистрирует весь авиапарк в Ирландии. Казахстан с этим согласен. И фактически сейчас Эйр Астана это не казахстанская компания, это ирландская компания. Вопрос возникает в следующем. Зачем мы тогда миллиарды тратим на поддержку национальной авиакомпании? И фактически эта авиакомпания не казахстанская, а ирландская авиакомпания. Ответ простой. Ирландия имеет статус международного центра авиационной лизинговой индустрии. Ирландия не требует лицензирования и сертификации на авиационную лизинговую деятельность. И ставки налога на прибыль для лизинговых авиакомпаний всего лишь 1,25%. То есть фактически нахождение в Ирландии выгодно. Но самый большой риск, огромный риск. В случае часа X эти самолеты останутся в Ирландии. Вот вопрос в этом. То есть фактически наша собственность, она останется в Ирландии. И мы в 2012 году, ратифицировав эту конвенцию, мы согласились, что в случае чего эти компании, эти воздушные суда останутся в Ирландии. Вот такая вот неприятная истина, которую я хотел чисто вот господину Фостеру объяснить. Господин Фостер, вы не обижайтесь, пожалуйста, на наши слова. Это национальные интересы. У вас в Палате представителей в Англии, да, когда задают вопрос, еще более жестче ставят вопрос. И вы, когда приходите к лордам, вы по-другому уже отвечаете перед ними, представляете все материалы. А это уже национальный парламент, это мажилис парламента. И уважайте народ. Народ пострадал от деятельности Эйр Астаны. Спасибо большое. Слово предоставляю.